По поручению министра внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина сотрудники полиции провели на территории республики оперативно-профилактические мероприятия, направленные в том числе на пресечение правонарушений, совершаемых участниками свадебных процессий. Только в городе Малгобеке и Малгобекском районе стражи правопорядка выявили 33 административных правонарушения. Кроме того, полицейские обеспечили растонирование на месте 15 автомашин. Доставили в межмуниципальный отдел 3 транспортных средства и одного гражданина. Во избежание нарушений правил дорожного движения сотрудники полиции устранили с обочин автодорог несанкционированные торговые точки. В отношении 6 виновных составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации». Мощная магнитная буря накроет Землю в понедельник утром и продлится целую неделю. Все из-за гигантской дыры на Солнце, которая нарушила стабильность магнитного поля. Специалисты предупреждают, буря может быть затяжной, так что метеозависимым придется несладко. Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник – День работника гражданской авиации. Гражданская авиация всегда была и остается важнейшей составляющей единой транспортной системы Российской Федерации, способствует росту ее экономики и укреплению межрегиональных связей. Сегодня это сложная многоцелевая отрасль с обширным и разнообразным парком воздушных судов, с широкой сетью аэропортов, учебных и научных заведений. В свой профессиональный праздник принимают поздравления все российские пилоты, бортпроводники, технические работники данной отрасли, благодаря которым в воздух ежедневно поднимаются сотни самолетов по всей стране, а миллионы россиян имеют возможность путешествовать, совершать рабочие поездки или видеться со своими родными и близкими. Сегодня еще и Международный день стоматолога. Стоматология же является одной из древнейших отраслей медицины. Прототип первой бормашины применялся для лечения зубов еще 9 тысяч лет назад. Основателем стоматологии как профессии и науки считается француз Пьер Фошар. Сегодняшняя дата не только хороший повод поздравить стоматологов и дантистов с их профессиональным праздником, но и напомнить всем людям о необходимости профилактики зубных болезней и о правилах поддержания здоровья полости рта. Ингушская УФАС добилась снижения норм накопления твердых коммунальных отходов. Управление выявило, что региональные власти допустили нарушения при установлении этих норм. Нормативы были приняты без обязательных сезонных замеров и оказались завышенными по сравнению с другими регионами Северного Кавказа. Из-за этого региональный оператор завышал оплату за вывоз мусора, что мешало потребителям. Теперь, после вмешательства управления, власти провели замеры и утвердили новые нормативы. Это привело к снижению стоимости услуг по вывозу ТКО, что положительно отразилось на бизнесе и гражданах, уменьшая их финансовую нагрузку. В России хотят освободить заемщика от кредита, если его обманули мошенники, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для этого будут такие условия. Заемщика заставили взять кредит мошенники, полиция возбудила уголовное дело по факту хищения, банк не провел проверку. Второе чтение законопроекта о защите граждан от мошенников состоится на следующей неделе. Мат-капитал могут разрешить размещать на вкладах. В Госдуме предложили ввести для родителей новую возможность использования мат-капитала. Но при одном условии. Через 3 года все деньги будут использованы на те цели, на которые средства мат-капитала разрешено тратить сейчас. Так россияне смогут постепенно копить, например, на новое жилье. Поделитесь культурой, подарите знания. На базе молодежного центра начинает свою работу грантовый проект «Центр объединения культур «Этника», направленный на сохранение и популяризацию национального наследия. Первая инициатива проекта – акция «Книги в культуру», цель которой – формирование специализированной библиотеки по культуре и национальным танцам народов Кавказа. Если у вас есть книги о традициях, истории и танцах народов Кавказа, присоединяйтесь к акции и передайте их в фонд библиотеки. Пункт сбора – Дом молодежных организаций, адрес – город Магаз, улица Никиты Хрущева, 6. Время приема с 10 утра до 17:00. Акция действует до конца 2025 года.